Вот начну, пожалуй, с рукоятки. Такой вот сувель получился. Вот. Ну, там рисунок всегда непредсказуемый, вот, пока не полирнешь его. Вот глубина цвета просто тут поражает. Вот воистину, что природа — это лучший мастер. Разве человек способен такое сделать? От края тоже вот у меня. Рука тут иногда не поднимается тыльник обрезать. Такой вот он получается красивый. Фокус поймает, нет? Да, ну, клинок сам. 9 ХС-очка. Тут даже как-то интересно, вот на ХС-ке обычно не всегда получается вот линия, где вот закаливал. Так, режущая кромка, тут вот кромочка сама вокруг дола тоненькая, поэтому правится он очень быстро. Так, и ножны вот такие вот ножны. Одной рукой буду снимать, другой покажу, вот как вставляется. И вот так вот до щелчка. Оп, вот она прям щелкается так прикольно. Одной рукой же и вынимается. Вот носите, как, к примеру, на поясе, и вот так вот пальчиком упираетесь. Это обстоятельство иногда жизнь бывает спасает. Так, ножны здесь вот бычьим хвостом обтянуты. Внутри можжевельник, цельная деревяшка. Сейчас вот на солнышко, может, поймаю. Здесь кожу не порезал, он прямо к лезвию как бы идет. Провилка. Это вот со стороны плоскости вот так об провилку правится, а со стороны линзы об эту вот часть. Так, что еще? Удлинить можно. Вот одной рукой даже получается. Ну, потом вот так немножко. Оп, тоже до щелчка как бы. И вот в таком положении, вот, как будто я левша. Покажу, как режет маленько. Видно, да? Примерно. Ну, это говорю, вот с таким усилием, обычно вот когда поближе, наоборот, к лезвию, чтобы усилие было. Но тем не менее, даже вот так режет. То есть, если веточку какую-нибудь надо отрезать вверху, то можно удлинителем пользоваться. Так, ну, вроде бы все показал. Всего доброго, до свидания. Еще один к нему лежит.